В эфире актуальное интервью, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В марте отмечается Всемирный день водных ресурсов. Как этот праздник проводят в регионе, как реализуется указ главы по экологии и одноименный национальный проект. Мы спросим у руководителя Департамента по водным отношениям и экопросвещению Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Зинаиды Васильевой. Зинаида Егоровна, здравствуйте. Здравствуйте. Какие мероприятия организует Министерство во Всемирный день водных ресурсов? Всемирный день водных ресурсов учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и 22 марта объявлен Всемирным днем водных ресурсов. Ежегодно в этот день Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия дается старт акции «Природа и мы», которая охватывает все экологические даты. Объявлен фотоконкурс «Водные жемчужины Якутии». Подведение итогов пройдет тоже в День воды. В День воды пройдет презентация второй части экологической сказки Анастасии Дарбасовой «Приключения розовой чайки и ее друзей» и вторая часть «Вода. Волшебный сок жизни». В улусах республики территориальными подразделениями инспекциями экологического надзора будут организованы беседы, лекции, уроки, викторины, посвященные ко Дню воды. Пройдет аэрация озера Мора на территории ресурсного резервата Джерано Хангаласского района. Совместно с Ленским БВУ в школах города Якутска проводятся школьные семинары, конференции «Водные ресурсы. Источник жизни на Земле». В школе номер 1 Марха и в школе номер 3 специалистами Ленского бассейна проведены такие семинары. Провели санитарную очистку реки Лена под Жатаем и под селом Техтюр Мигнокангаласского улуса с участием школьников. Очистили поверхность льда от мусора, оставленного рыбаками подледной рыбалки. Хочется отметить, что с 1993 года выросло поколение, которое росло именно на таких мероприятиях, с экологическим мышлением, понимающее дело охраны и сохранения природы. К нам приходят молодые директора частных школ, заведующие детских садиков с предложениями по проведению мероприятий по экологическому просвещению детей. И это очень радует. Какими ресурсами воды обладает наш регион? В чем особенность этих ресурсов? Наша республика – водный регион страны. На территории Республики Саха-Якутия сосредоточены огромные запасы пресных вод. Это озера и реки. И Якутию по праву называют страной рек и озер, количество которых впечатляет. Свыше 800 тысяч озер и 700 тысяч рек. Такие крупные и протяженные реки, как Лена, Алдан, Оленек, Колыма, Индигирка, входят в число крупнейших рек мира. Кроме вод рек и озер, здесь имеются поверхностные воды, находящиеся в твердом состоянии. Это ледники и наледи. Все мы знаем наледи Булус, Большой Тарен. И на северных улусах у нас тоже есть такие наледи и ледники. Вода ледников и наледей, как ледовая вода, чистая, пригодная для питья. Это огромные запасы пресной воды. Воды рек и озер республики считаются чистыми и пригодными для хозяйственно-бытовых нужд, применяются даже без предварительной очистки. Кроме того, наши реки и озера богаты рыбными запасами, которые считаются самыми вкусными, а разновидность их также впечатляет. Красота нашей природы с реками и озерами привлекает туристов других регионов и других стран. В части защиты водных ресурсов, как реализуется указ главы об экологическом благополучии нашего региона? Принимая во внимание важность экологических проблем республики, глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев издал указ об экологическом благополучии Республики Саха-Якутия. В части охраны водных ресурсов ежегодно проводится мониторинг состояния дна и берегов водных объектов от загрязнений и повреждения в рамках государственной программы Республики Саха-Якутия обеспечения экологической безопасности, рационального природопользования
и развития лесного хозяйства Республики Саха-Якутия. Устанавливаются информационные знаки с указанием запретов вида хозяйственной деятельности на водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов во избежание загрязнения водных объектов. Полоса земли шириной 20 метров в соответствии со статьей 6 Водного кодекса Российской Федерации является общедоступной территорией, и каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов для пребывания, соблюдая водное законодательство и не загрязняя водный объект. Вопрос очистки, обезвреживания и утилизации сточных вод является одной из основных проблем Республики Саха-Якутия. В целях оздоровления окружающей среды и обеспечения санитарного благоустройства населенных пунктов проводятся мероприятия по снижению объемов сброса неочищенных сточных вод путем строительства новых очистных сооружений и капитального ремонта очистных сооружений существующих в населенных пунктах Республики Саха-Якутия. Для контроля и надзорных мероприятий ведутся лабораторные исследования аккредитованными лабораториями Республиканского информационно-аналитического центра экологического мониторинга. А вообще, как идет реализация национального проекта «Экология»? В настоящее время реализуется в рамках национального проекта «Экология» региональный проект «Чистая вода». Целью является повышение качества питьевой воды путем строительства и реконструкции, модернизации систем водоснабжения и водоподготовки. Общее руководство осуществляется Минстроем России, региональный проект осуществляется Министерством ЖКХ Республики Саха-Якутия. В соответствии с паспортом проекта «Чистая вода» к 2024 году в республике должно быть построено и реконструировано 37 объектов водоснабжения с обеспечением 75% населения качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения. Минстроем России одобрены заявки Республики Саха-Якутия о предоставлении субсидий с федерального бюджета на реализацию таких объектов, как система водоснабжения города Алёкминска, строительство водоочистных сооружений города Покровска, круглогодичные магистральные кольцевые сети водоснабжения села Верхневилюйск и села Андреевское, водоснабжение села Бердигистяк Горного Улуса. С приходом весны начинается пора ледохода. Как решается вопрос с затопляемыми зонами в столице региона? Как мы знаем, вода не только источник жизни, но и имеет разрушительную силу, что проявляется наводнениями, порой катастрофическими. Это разрушение и берегов водных объектов, что приводит к потере территорий населенных пунктов. Испокон веков люди заселялись возле водоисточников, при этом в засушливые периоды заняли территории пойменных частей, где весной разливается река. В 2020 году работы по установлению границ зон затопления во исполнении поручений президента Российской Федерации были завершены на территории Республики Саха-Якутия. Зоны затопления установлены в отношении территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках 1% обеспеченности. Это 1 раз в 100 лет. Границы зон затопления установлены в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации номер 360 об определении границ зон затопления и подтопления на основании проведенных гидрологических расчетов, и картографические материалы наложены на топографические основы населенных пунктов. Выполненная работа согласована с Министерством чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, Росприроднадзором, Росгидрометом, Росреестром и внесены в Единый государственный реестр недвижимости приказом Росводресурсов. Пригороды города Якутска, Хатасы, Табага, Тулагина, пригородный, подвергаются затоплению. В соответствии со статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации в границах зон затопления запрещается капитальное строительство новых населенных пунктов и новых объектов
без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления. Сейчас решается вопрос о разработке проектно-сметной документации по комплексной защите пригородов города Якутска. Это и защита от затопления, и от берегообрушения. Кроме того, ведется работа по внесению изменений в Водный кодекс и Градостроительный кодекс в части разрешения строительства объектов на свайных фундаментах или путем искусственного повышения поверхности земельного участка, на котором строится объект. Вопросы берегоукрепления все еще актуальны для многих поселений. Какую работу проводит министерство в этом направлении? Да, на территории республики 50 населенных пунктов испытывает разрушение берегов водных объектов. Финансирование строительства защитных сооружений и укрепление берегов осуществляется из федерального бюджета в виде субсидий. Так, в 2014-2016 годах на средства из федерального бюджета построили берегозащитные укрепления села Устьянск. С 2017 года ведется строительство берегозащитных укреплений у поселка Нижний Бестях. Также мы направили бюджетную заявку в Росветресурсы и согласовали бюджетную заявку на строительство берегозащитных укреплений села Верхний Вилюйск и на инженерную защиту города Верхоянск. Строительство таких объектов требует больших финансовых вложений. Например, сметная стоимость строительства инженерной защиты города Верхоянска составляет 1 миллиард 100 тысяч рублей. А в зону затопления у нас попадают 123 населенных пункта. Из них строительство защитных сооружений требуется в 82 населенных пунктах, более 30% территории которых затапливается. Однако отметим, что в строительстве этих объектов республику поддерживает федеральный центр, выделяя федеральные средства. Ежегодно в прибрежных районах в это время начинается подготовка к паводковым мероприятиям. Изменились ли подходы в организации таких мероприятий? Наша республика является одним из паводкоопасных регионов страны. У нас арктическая зона, север, наши реки текут с юга на север, и заторные явления порой не исключаются. В этой связи ежегодно на средства из федерального бюджета проводятся превентивные и предупредительные работы в виде ослабления прочности льда на реках Лена, Колыма, Алтан, Амга, Нюя, Тока. Также проводятся русловые работы по расчистке русла реки и дноуглубления в целях увеличения пропускной способности рек. В каждом году такие работы проводятся на реке Матта у села Бердивестях, на реках Сытыганцы, Амбар-Риете и у поселка Уснера будут проведены в этом году. На реке Матта работы начаты еще в 2020 году. В этом году завершим эти работы. На реках у поселка Уснера работы начнутся в этом году и завершим в 2022 году. Предварительный прогноз вскрытия рек от гидрометцентра близкий к многолетним датам вскрытия рек. Снегозапас высокий в бассейнах рек Оленек, Яна, Колыма и в верховьях реки Лена. Толщина льда рек Колыма превышает норму. Также норму превышает толщина льда в нижнем течении рек Лена и Алтан. В этой связи возможны и случаи заторов льда и опасности затопления населенных пунктов. Могут быть неизбежны взрывные работы, проводимые Министерством чрезвычайных ситуаций России, и работа ледокольной техники, это специальные суда. В данное время ведется работа по подготовке всех сил и ресурсов по безопасному пропуску паводковых вод. Население затапливаемых населенных пунктов предупреждены, ведутся подготовительные работы по защите населения от затопления и негативного воздействия вод. Зинаида Егоровна, спасибо за актуальную информацию. Напомню, мы говорили с руководителем Департамента по водным отношениям и экопросвещению Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Зинаидой Васильевой. Берегите себя, носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию в общественных местах и оставайтесь с нами.